Приветствую тебя, Кавказ седой. Твоим горам я путник не чужой. Они меня в младенчестве носили и к небесам пустыни приучили. И долго мне мечталось с этих пор все небо юга до утеса гор. Осень 2004 года. Дорога в Мескиты. За окном остаются дома, сакли, помнящие позапрошлый век, современные постройки. Слева бежит бурный Аксай. Осень ложится на горы. Такое чувство, что последние чеченские войны прошли стороной от этих мест. Однако именно эти земли, Нажа-Юртовского до соседнего Веденского района, именуются Ичкерией. Мы в сердце Чечни, там, где проходили самые кровопролитные бои всех чеченских войн. Уроженцы здешних мест всегда славились воинской доблестью. Но мы едем к человеку, прославившему Ичкерию совсем другим талантом. Его зовут Абузар Эйдамиров. Многие чеченцы узнали историю родного народа из его романов. Вообще родился в этом селе, всю жизнь живу здесь, за исключением тех 13 лет выселения. Вот. Как вас отец воспитывал? Наверное, он не успел воспитывать меня. Когда мне было 4 года, его арестовали. Когда он вернулся в 41-м, в 44-м нас выслали, в 49-м умер. Киргизии. Но это время хватило, чтобы он как-то повлиял на меня. Он родился в 1933 году в селе Мескиты Чечено-Ингушской АССР. После школы поступил на историко-филологический факультет Грозненского пединститута. Писать начал в студенческие годы. После окончания института работал учителем, а затем директором Мескитинской средней школы. Главная тема работ Эйдамирова – история чеченцев. Из-за независимой и самостоятельной позиции его долго не печатают. Однако в 1972 году на чеченском языке издается его роман «Долгие ночи» о трагическом переселении чеченцев в Турцию в XIX веке. Книга буквально взбудоражила всю республику. Советская цензура углядела в ней прямую аналогию с депортацией горцев в 1944 году и наложила жесткий запрет на все произведения писателя. В 1989 году Айдамиров был избран народным депутатом. За него проголосовал народ, невзирая на запреты высоких начальников. Только после этого его произведения начали печатать. Роман «Долгие ночи» стал целым явлением в байнарской культуре. Многие чеченцы учили по нему свой родной язык. Книга раскрыла глаза горцам на свою историю. Трагические 60-е годы XIX века. Меня заставил писать эту книгу «Несправедливость властей к чеченскому народу, что выселили». Нас объявили тогда, писали даже ученые соседней республики, что чеченцы исторически были врагами России, русского народа, что они не давали покою народам здесь, на Кавказе. Ну, называли нас изменниками, фашистами, фрицами и так далее. Даже среди партийных работников. Когда меня один работник райком партии обозвал фашистом, я его ударил. 50-е годы были голодным временем для всей страны. Особенно тяжело приходилось чеченцам, которые вернулись на родину из депортации. Люди с нуля поднимали хозяйство, экономили каждую копейку. Студент Айдамиров со своих скудных доходов тоже откладывал деньги, но тратил их на книги. Особенно его интересовали исторические труды. О том, что чеченцы были высланы в Турцию, я узнал. У грузинского одного ученого, Мегрелидзе, была работа «Грузия
русско-турецкой войне в 877-8 году. Там одна строчка была, что когда чеченцы возвращались из Турции, их турецкие армии обстреляли из пушек. Там, так. И сноска, откуда это взято. Ну, с этой строчки я и начал разворачиваться. Для сбора материала молодой Айдамиров приезжает в Москву. Работает в Ленинской библиотеке, в военно-историческом архиве. По уникальным документам воссоздает историю чеченцев. 1863 год. Чечня. Только что закончилась Кавказская война, которая шла более 40 лет. После пленения Шамиля и казни его ближайшего наиба Байсангура чеченцы оказались в сложной ситуации. Обещание возвратить им равнинные земли Россия не выполнила. Вместо этого в долине Терека прочно обосновались казачьи станицы и поместья кавказских аристократов. Пахотной земли и пастбищ в горах на всех не хватало, а расширять угодья запрещало царское правительство. Новое восстание было только вопросом времени. Некоторые чеченцы уже готовились к нему. Из донесения главного штаба начальнику Терской области графу Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликов. В Чечне все против нас. И характер народа, и быт его, и местность. Продолжительная война не возвысила и не улучшила характера чеченцев. Не имея сил ни защищаться от нас, ни свергнуть шамилевское правление, чеченцы в течение 20 лет старались только увертываться от грозивших опасностей, употребляя все свое оружие то против одной, то против другой стороны. Чтобы выйти из этого неопределенного, но тяжелого для нас положения, представляются два способа действий. Первый, решительный, заключается в переселении всех чеченцев на левый берег Сунжи и Терека, а также в Малую Кабарду. Второй путь – это по мере возможности постепенное выселение чеченцев в Турцию. Снова по аулам начинают ходить слухи о том, что царь хочет насильно крестить чеченцев, отправить их в Сибирь или забрить в солдаты. Эти нелепые вымыслы были на руку турецкому султану, который опять старался втянуть Чечню в войну с Россией. Но царские чиновники перехитрили турок. Осетинский князь Муса Кундухов, генерал русской армии, предложил возглавить переселение чеченцев в Турцию. Москва и Стамбул дали свое согласие. Весной 1864 года 5000 чеченских семей начали свой путь в Турцию. Они не знали, что из 25 тысяч переселенцев мало кому посчастливится вернуться. В Турции чеченцам нечем было кормить скотину. Скоро большая часть коз, овец и коров пала. Начались болезни и голод. Чеченцы лагерями остановились около Эрзерума и Муша. Единственная помощь поступала от местного населения, но скоро и она прекратилась. Горцам нечем было кормить свои семьи. Начались грабежи и воровство. Местное население стало враждебным. Турецкие власти начали подтягивать к лагерям войска. Теперь местные жители, и мусульмане, и христиане, встречали турецкую армию как освободителей. Но до того я написал о переселении чеченцев в 1944-м. Назывался повесть «Один день судьбы». 23 февраля 1945 года, то есть спустя год после нашего переселения, когда там от голода, из-за климата умирали люди. Это было при Хрущеве. Ну, мою повесть не печатали, отказали. Тогда и появился у меня план написать о переселении Турции. Меня даже обвинили, что под видом турецкого переселения я описал переселение в 1944 году. 3 долгих ночи, полных отчаяния, провели чеченцы, решая, как поступить. 3 ночи, полных безнадежной тревоги и смертей. 3 самых жутких ночи за весь переход. Горцы решили возвращаться домой. Турция не хотела выпускать их, а Россия принимать. Но люди верили, что в конце концов к ним проявят милосердие. Они не знали, что их участь уже решена.
Несмотря на устрашающие попытки властей остановить чеченцев, они упорно шли к границе родины. Вдали показались родные горы, а перед ними стояло несколько тысяч турецкой пехоты и конницы. Жерла пушек метили точно на дорогу, по которой шли переселенцы. На требование развернуться и следовать Диарбекир чеченцы выстроились в боевые порядки и в отчаянии пошли в атаку. Пушечный дым заволок поле боя. С конца XVIII века Кавказ для России становится горячей точкой. В многолетней борьбе с Турцией Российская империя находит союзников в Закавказье. В 1802 году к России добровольно присоединяется Грузия, в 13 году Северный Азербайджан. В 28 году Кавказский корпус русской армии отвоевывает у персов Армению. Для прочных коммуникаций с Закавказьем прокладывается военно-грузинская дорога. Россия закрепляется на Северном Кавказе. По левому берегу Терека и Сунжи стараниями генерала Ермолова появляется Сунжинская укрепленная линия, состоящая из крепостей, редутов и казачьих станиц. Все эти меры вызывают недовольство в среде горцев. В 1817 году на Кавказе начинается война. Тогда мало кто мог себе представить, что она продлится больше 40 лет. Это будет самая протяженная и кровопролитная война в истории России. Горцы отчаянно защищаются. Первый наместник Кавказа Ермолов, вырубая леса, ведет армию от одного аула до другого, уничтожая все на своем пути. Позже все кавказские наместники и военно-начальники будут в той или иной степени использовать тактику осады Кавказа, тактику генерала Ермолова. Граф Алексей Петрович Ермолов, проконсул Кавказа с 1817 по 1827 год. Боевое поприще начал у Суворова, пользовался непререкаемым авторитетом у солдат. Отличился в Бородинской битве. С 1818 года начал ряд военных операций в Чечне, Дагестане и на Кубани, которые сопровождались постройкой крепостей Грозная, Внезапная и Бурная. Отличался непримиримой позицией в отношении горцев. Первым из русских военно-начальников на Кавказе начал применять тактику выжженной земли. После восстания декабристов тянул время с присягой новому императору, после чего впал в немилость. В 27 году покинул Кавказ и до самой смерти жил в Москве. Из записок генерала Ермолова. С чеченцами употреблял я кротость ангельскую, особенно когда приходил превращать их жилище в бивуак, столь удобно уравновешивающий все состояния. Еще успел их приучить к некоторой умеренности, отняв лучшую половину хлебородной земли. Остается устроить еще несколько укреплений, и тогда голод более нежели теперь начнет производить опустошение. Он редко называет чеченцы чеченцами. Хищники, дикари, разбойники и так далее. Он был очень жестокий. Когда представили его награде, тогда император, тогда был Николай I, кажется, и он написал резолюцию. Россия не награждает генералу, который воюет с женщинами, детьми. Вот один из примеров тактики войны, примененной Ермоловым на Кавказе. Из записок генерала Ермолова. Приказал я окружить селение Дада-Юрт, лежащее на Тереке. Жители защищались отчаянно, до последнего. Двор каждый приходилось брать штыками. Женщины и те бросались с кинжалами в толпы солдат. Со стороны неприятеля истреблены почти все мужчины числом не менее 400 человек. Женщин и детей взято в плен до 140. Но гораздо большее число вывезено. Селение состояло из 200 домов. 14 сентября 1818 года разорено до основания. Судьбу Дада-Юрта впоследствии разделили большинство чеченских аулов. Когда-то каждая чеченская семья принесла по горсти земли в основании этого богатейшего в Чечне села. Вот что сегодня от него осталось. Лишь заброшенный холм и несколько памятных плит. Жестокие действия Ермолова выводят на кавказскую сцену новых героев. Широкое распространение получает тарикат Накшбандия. Шейхи этого суфийского ордена призывают горцев к газавату.
Первым лидером, начавшим объединение горцев под знаменем Тариката и Газавата, стал первый имам Дагестана Гази Магомед. Однако скоро он погибает, и на его место становится Гамзат Бек. Век второго имама также не был долг. На пороге мечети его убивает кровник. Он мстит за убийство семьи аварских ханов, лояльных к русскому царю. Возглавил заговор знаменитый Хаджи Мурат. Убив Гамзат Бека, этот горец нажил себе кровного врага, впоследствии забывшего прежние обиды. Звали этого кровника Али Шамал, более известный под именем имам Шамиль. Своеобразный менталитет чеченцев. У чеченцев своих феодалов не было. Они, когда я спрашивал, говорили, что мы все князья. Ну, наивность. Они видели, как это у соседних народов, это ханы, князья, другие угнетали народы. Ну, например, в Дагестане. Дагестанские феодалы, ханы, это своих крестьян, у них обрезали языки, носы, уши, брили головы, вот кипящий масло обливали. Ну, это видели чеченцы, и вообще мне хотели, рождались у них такие феодалы. И приглашали, чтобы они управляли здесь аварских ханов, кумыкских князей, кабардинских, черкесских князей. Ну, как они думали, если мы своих чеченских феодалов будем порождать, они останутся над нами вечно, как у других. Лучше мы пригласим чужих. Если нам не угодится, не дадим пенек им зад отправим. Вот так думали. Но так не получилось. Во время последнего боя Гази Магомеда в Гимрах в живых осталось только два защитника аула. Один из них – Шамиль. Он родился в селении Гимры около 1797 года. Уже в юности отличался физической силой и набожностью. В 1834 году Шамиль становится имамом. В первом же столкновении с русской армией он терпит поражение и удаляется в Гимры. Шамиль продолжает политику первых имамов по уничтожению местной родовой аристократии. Он объявляет Газават России. В 1839 году царские войска загоняют имама в Ахульго и берут аул штурмом. О том, насколько жестоко проходила осада, чуть позже напишет в своем рапорте генерал Грабба, наместнику Кавказа Головину. Бой был ужасный. Даже женщины принимали в нем деятельное участие. Самые дети кидали камни в штурмующие войска. Матери с детьми своими бросались в кручу, чтобы не попасть в плен. И целые семейства были живыми погребены под развалинами сакель своих, но не сдавались. До 1500 человек решились умереть, и на предложение капитуляции отвечали выстрелами из винтовок и ударами кинжала. Шамилю удается уйти из окружения. В конце 39-го, начале 40-го года Шамиль скрывается в Ичкерии. Как он сам говорил тогда, «Я был как выброшенный хлам». Но тут попытки русских властей изъять у горцев оружие провоцируют новое восстание. Чеченцы предлагают возглавить его Шамилю. Ну, вообще, это черта очень нехорошая черта чеченцев. Вот. Своего они никак не хотят, чтобы им руководило. Видите, думают, чем я хуже его. К 1839 году боевые потери русских на Кавказе составили более 30 тысяч человек, в то время как умерших от эпидемии уже более 100 тысяч. Все это не могло оставить двор равнодушным. Кавказская война требовала громадных расходов. Есть даже цифры, это ужасные цифры. 1/6 часть доходов империи шла на Кавказскую войну. Ну, представьте себе, там же держали 200-300 тысяч солдат. А это громадные расходы. Это примерно та же армия, которая была выставлена против Наполеона.
Вот. Но она была на Кавказе. Даже когда Крымская война шла, ни одного солдата с Кавказа не сняли. Вот. И в 40-х годах XIX века в России был финансовый кризис. Громадные долги образовались, значит, падал рубль. Из высочайшего указа императора Николая I главным и самым спешным делом считай усмирение Дагестана и Чечни. В 1845 году на Кавказ прибывает новый наместник, граф Михаил Воронцов. Михаил Семенович Воронцов, видный военный и государственный деятель, генерал-губернатор южных областей России и наместник императора на Кавказе, боевой генерал, герой Отечественной войны 12 года. Его главная задача – покончить с Шамилем одним ударом. Воронцов проводит подготовку очередной экспедиции по всем канонам воинского искусства. Однако талант полководца, который Воронцов проявил в сражениях с Наполеоном, на этот раз изменил графу. На Кавказе он увидел совсем другую, более изощренную и жестокую войну. Кавказские леса еще в XIX веке были непроходимым препятствием для русской армии. На одном ветвистом дереве в засаде располагалось несколько десятков чеченских стрелков. Каждый из них стрелял гораздо лучше любого русского солдата. Чеченцы не боялись закладывать в ружье двойной заряд пороха, что было запрещено в русской армии. Чеченская пуля летела дальше и точнее русской. Смертоносная засада ожидала солдата за каждым кустом. Рано или поздно каждый из царских военачальников получал щелчок по носу в ичкерийских лесах и начисто терял интерес к рискованным экспедициям в горы. Из служебной записки генерала Фрейтага к графу Воронцову. Я не буду доказывать, что движение через ичкерийские леса вещь почти невозможная. Напротив, я убежден, что ваше сиятельство пройдете, но потеря будет неисчислимой. Вы увидите, что чеченцы умеют драться, когда им это нужно. Воронцов, как опытный военный начальник, прекрасно понимал это, но у него был жесткий приказ императора. Будучи великолепным стратегом в боях на открытой местности, граф не имел опыта войны в горах. Шамиль, напротив, применил правильную тактику. Не давая генерального сражения, отступал, оставляя за собой выжженные аулы. Имам говорил: «Не бойтесь, у русских провианта на 3 недели. Надолго в горах не останутся. В наших аулах они не найдут ничего, кроме травы». Целый месяц 10-тысячное русское войско карабкалось в горы прямо на Дарго, ставку имама. Продирались сквозь чащи под непрерывным огнем чеченских стрелков. К тому же в горах выпал снег. В день русские теряли до 100 человек убитыми, ранеными и обмороженными. Наконец, взору графа предстали дымящиеся развалины столицы имамата. Шамиль сжег Дарго на глазах у наступающих царских войск. Аварский наиб Хаджи Мурат отсек русский обоз с продовольствием. Отряд остался на пепелище всего лишь с 2-дневным запасом сухарей. Эта экспедиция так вошла в историю под названием Сухарной. 2 недели горцы преследовали и громили обессилевшие от голода войска. Особенно отличился при этом Шаик Центароевский. 24 часа в сутки он организовывал беспрерывный обстрел. То есть ни на одну минуту солдаты не могли сомкнуть глаз. Ружья раскалялись, перестали действовать. Люди падали, засыпали на ходу и падали. По ним их топтали и шли, эта колонна, безмолвная колонна, с открытыми глазами, но спящая шла дальше. Это все днями шло. То есть он буквально в смысле эти 10-15 тысяч вооруженных людей, он свалил их с ног. Воронцов потерял 1/3 личного состава. Одних только генералов погибло 4. 1845 год стал годом самых больших потерь русской армии на Кавказе. Убито, ранено и попало в плен более 300 офицеров и почти 5500 нижних чинов. Тем не менее, император Николай I посчитал операцию удачной и даже наградил Воронцова. После Сухарной экспедиции теперь уже князь Воронцов меняет тактику. Ведет войну топором и лопатой, укрепляет крепости и прорубает просеки в лесах. Практика показала, что это было самой действенной тактикой в Чечне. Так горцы оказывались в положении осажденных. В течение 20 лет Шамиль успешно сопротивляется экспедициям русских войск в горы Северного Кавказа.
Однако поражение Турции в войне 53-56 годов деморализует армию имамата, и она шаг за шагом сдает свои позиции. В 1856 году новым наместником на Кавказе становится князь Александр Иванович Борятинский. Он начинал здесь 19-летним корнетом в полку черноморских казаков. Был несколько раз ранен, неоднократно награжден. С юных лет он был близким другом императора Александра II, от которого получал значительные суммы для поощрения тех горцев, в том числе и из знати Шамиля, которые изъявляли желание перейти на службу к царю. На Кавказе стали говорить: за Шамилем следует палач, за Борятинским казначей. Большая часть сподвижников Шамиля переходит на сторону русских, в том числе и знаменитый Хаджи Мурат. В 1859 году имаму остаются верны лишь 400 мюридов и укрепленный дагестанский аул Гуниб. 11 августа 1859 года имам оказался запертым в Гунибе. Видя бессмысленность сопротивления, менее чем через месяц Шамиль решил сдаться. Верный Наиб Байсангур, провожая взглядом своего имама, кричал ему вслед: «Шамиль, обернись!» Но имам не обернулся. Он знал, что чеченец Байсангур в спину ему не выстрелит. Так закончилась эпоха Шамиля на Кавказе. Борятинский встретил бывшего имама приветливо и даже разрешил оставить ему личное оружие. По приказу императора Шамилю устраивают путешествие по России, после которого поселяют в Калуге, выкупая на казенные средства лучший в городе дом. В 1870 году Шамилю разрешают совершить хадж. Легендарный горец умирает на святой для всех мусульман земле Аравийского полуострова в марте 1871 года. Я показал его, каким он был. Он был мудрый человек, но очень жестокий, очень коварный. Из-за него погибли сотни тысяч горцев, тем более чеченцы особенно. Если назвать Шамиля героем, тогда можно назвать и Дудаева героем. И Дудаев, и Шамиль, они вели войны, бессмысленные войны. И конец этих войн трагический. Например, при Шамиле половина мужского населения Чечни погибли этой войне. В Чечне было много пахотной земли на равнинах. Царское правительство вело политику заселения этих земель казаками и вытеснения чеченцев в горы. Все это ослабляло горцев. Никогда не знавшие над собой централизованной власти, свободолюбивые войнахи сражались до последнего. Плоды этого противостояния дали о себе знать и в конце 20 века. Тогда ни Шамиль и другие не знали могущества России. И они сражались, но защищали свободу, свою независимость. Это одно. Но когда выступали уже в 1877 году восстание Чечни, это уже другое дело. Здесь, в Польше, республики, были казаки, ну и русские рабочие, крестьяне. И были военные укрепления здесь, в 22 местах, в горах здесь. И казачьи станицы 22, вооруженные до зубов. Ну, потом восстать и против царской власти, это была бессмыслица. Понятно? Выполнение любых, как талантливых, так и бездарных военных операций ложится на плечи простых солдат. Доля последних была особенно тяжела на Кавказе. Командование мало обращало внимания на их нужды, некоторые оставляли свои позиции. Во времена имамата русские перебежчики составляли отдельные отряды армии Шамиля.
кто-то принимал ислам, но это было не обязательно. Все перебежчики, пожелавшие сохранить свою веру, обитали в русском поселении, находившемся в окрестностях новой столицы имамата Бедино. Там был даже храм и священник. Чеченцы оказались в одной семье с русскими и другими. Здесь сюда приезжали много и русские. Кроме того, их поселили здесь. На чеченской земле тогда отобраны поселили 100 тысяч казаков. Отобрали у чеченцев где-то 500 000 десятин земли лучшие. Да и Грозный, другие места поселяли крестьян, рабочих из России. Но получалось, что они хотят российской власти или нет, они дружили, перенимали друг друга хорошие, казаки терские, и одежды, и оружие, и многие обычаи переняли от чеченцев. И обратное было. Россия пришла на Кавказ в XVIII веке, русские намного раньше. Гребенское казачество, жившее на левом берегу Терека с середины XV века, считало Северный Кавказ своей родиной. Общие способы ведения хозяйства, моральные ценности, утварь и одежда сильно сближали русских кавказцев с горцами. Неудивительно, что в середине XIX века все казачьи войска империи сделали чекмени, башлыки и черкесские своей парадной формой. Вечер 17 октября 1865 года. Сотни чеченок оплакивали погибших отцов, мужей, сыновей. Умирающий Арзу, главный герой романа, говорил родным последние наставления. Я впервые задумался над пройденным и понял, что мы были слепы. Во всех наших бедах и несчастьях обвиняли христиан, в первую очередь русских. Муллы убеждали нас, что война, которую мы ведем, это война правоверных с неверными, и звали нас к Газавату. И мы верили, что поднялись на Газават. Но мы обманывали себя. Никакого Газавата в этом не было. Мы ошибались, думая, что все без исключения мусульмане наши друзья, а все иноверцы враги. В прошлую зиму возле Шали на поле убитого быка нам устроили бойню. Но среди русских, стрелявших в безоружных женщин и мужчин, стояли чеченские офицеры и муллы, готовые исполнить любой приказ. Оказалось, что все мучения нужны были лишь для того, чтобы понять эту простую истину. Так заканчивается роман Абузара Айдамирова «Долгие ночи». И помните, там есть один Касум, кажется, герой мой, когда идет разговор о Газавате, он что говорит? Когда он видел горящий свой дом, кричащий о помощи ее мать, который уже в общем пламени, что он забыл не только Газават, даже самого Аллаха. Ну, кому это Газават? Это тоже прикрытие. Под прикрытием, под знаменем таких идеологических идей исторически ведут войны, но скрываются за ним другие корыстные цели. Во время последней чеченской кампании нашлись силы, пытавшиеся представить вооруженный конфликт как войну за веру, Газават. Многие поддались на провокации и готовы были воевать до тех пор, пока на чеченской земле не останется ни одного неверного. Они забыли, что печальный опыт войны за веру уже был пройден чеченцами еще в XIX веке. Абузар говорил, у него красной нитью проходит через роман, что войны не приводят к положительному результату, что войны для малых народов это самоубийство. Говорит, я это улавливал. Я улавливал то, что как бедные, чеченцы дружили с казаками, у него такие места, главы есть там, как беглые русские солдаты находили приют здесь. Это действительно роман, который
писалось, который повествует о сложных периодах нашей жизни, вот, взаимоотношений с Россией, но тем не менее этот роман был как гимн дружбы народов, как гимн гуманизма. В 20 веке Кавказ окончательно связал свою судьбу с судьбой России. Чеченцы учились в российских вузах, защищали кандидатские и докторские диссертации в Москве и Ленинграде. В самой Чечне работали русские врачи и учителя. С распадом Союза и фразой Ельцина «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», в республике начались другие времена. Они привели к войне и разрухе. Но о том, что чеченцы могут создать независимое государство, я с первого дня выступал против этого. Я Дудаеву говорил сколько, лично, и Масхадову, и всем. Это фантазия. Мы же не могли даже лампочку сами делать. Это все было придумано. Я писал неоднократно. Не просто независимость государства, говорили Дудаев и другие еще, исламское государство. Когда еще в 1859 году академик Берджи говорил, чеченцы плохие мусульмане. В 1995 году Грозный перемалывал жизни и судьбы тысяч молодых ребят. Вырвав из мирной жизни, их привезли в Чечню. Они не знали, что и как должны были делать. Не все выжившие при штурме чеченской столицы смогли вернуться домой. Пришлось воевать дальше. Самые несчастные народы – это русские чеченцы. Русские терпят все эти несправедливости, нет и прочие исторические. А чеченцы это не могут терпеть, всегда лезут на район, погибают. Вот два народа несчастные. На войне никто не побеждает. Обе стороны терпят поражение. Вот Берджи, академик, тогда писал, что за 10 лет, в 40-м, 50-е годы, первые 40-е годы, в Чечне не осталось ни одной аулы, ни разоренные, ни сожженные или не переселенные. Вот. Ну, какая здесь, ныне, какая может быть победа? Вы видите. Профессор Ковалевский писал, мы покорили чеченцев, но не победили. Абузар Айдамиров, пожалуй, единственный в республике человек, в чей адрес не смеют бросить камень ни сторонники целостности России, ни ярые сепаратисты. В разное время к нему за поддержкой приходили и Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов, но всякий раз они получали отказ. Абузар знал, во что втягивают его народ. В самый разгар последней чеченской кампании Айдамирову предлагали уехать из республики за границу. Но он остался на родине. Свое 70-летие в 1999 году писатель встретил в подвале собственного дома, пережидая бомбежку. Сейчас ему 75. Недавно он женил своего внука и закончил работу над своей новой книгой «Калужский пленник». Раз я ехал по трассе до Новогрозного, Нойбюр. Там лежала моя дочь больной.
один парень, солдат, поднял руку, остановили, посадили. Вот сзади сел. Там где-то километров 6 мы проехали с ним. Он 10 раз, наверное, говорил мне, вот по плечу: отец, говорит, через 3 дня я еду домой к родителям. Вот мальчишка. Не знаю, поехал ли, остался, он жив-здоров. Но мне и до сих пор так, как будто я слышу это его лицо мальчишество. Кавказ, далекая страна, жилище вольности простой, и ты несчастьями полна и окровавлена войной.